15 декабрьдә бөтен республика һәм бөтен Россия буенча яңа ел гаилә укулары тере классика акциясе уза. Яшел Үзәндә чара Гайдар исемендәге Үзәк балалар китапханәсендә узды. Карагыз. Республика Татарстан, как один из передовых регионов страны, присоединился к этой акции. И в том числе и в Зеленодольске более 10-12 семей принимают участие в этом марафоне. Я очень благодарна вам, что вы откликнулись. Я горжусь каждым из вас. Вдруг он в самом деле выйдет из-за ели. Я хотя не робкий, но все-таки немного мне под вечер зябко на лесной дороге. Китап алсаң кулыңа, ул әйләнер синең дустыңа. Юлдашың да булыр, сердәшең, кирәк булса, хәтта киңәшчең. Мальчик веселый. Закружились вдруг деревья и затянули тучи неба. Мальчишка тот лежал в трясине, в руке сжимая корку хлеба. Алиса не была принцессой, хотя многие называли ее именно так. Она была обыкновенной девочкой 5 лет, с крупными светлыми кудряшками и большими голубыми, немного грустными глазами. Здравствуй, Алиса! Его голос и добрые серые глаза показались Алисе очень знакомыми. Когда в товарищах согласия нет, давать дело не пойдет. И выйдет из этого дела только мука. Однажды лебедь, рак и щука ведь из попажи возились, и вместе трое все у них укрепились. Из кожи лезут воду, а восу все нет воду. Шатланганын күрсәгез аюның, өнендә караңгы, ә янында бәләкәй генә йөнтәс йомгак. Добродушно, весела, с ним приветливо шутила и, красуясь, говорила. Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я ли на свете всех милее, всех румяней и белее? Это наши ученики. Чайников и Шапочкин, самые лучшие. Правда, Шапочкина забыла шапочку в поезде. Каждый человек на земле, к счастью, не похож на других. Потому-то и не счесть на планете моей всех чудесных, интересных, неизвестных, будущих друзей. У Мархановых семья живет, горе и бед не знает, дружно их слывет. Вместе читаем книжки, вместе кино идем. Решили ребята написать письмо Деду Морозу, чтобы он прислал елку из дремучего леса, самую пушистую, самую красивую. Милый Дедушка Мороз, подари нам, пожалуйста, елку на Новый год. У меня пропал щенок. 2 часа его звала, 2 часа его ждала. За уроки не садилась и обедать не могла. В это утро очень рано соскочил щенок с дивана, стал по комнате ходить, прыгать, лаять, всех будить. У сильного всегда бессильный виноват. Тому в истории мы тьму примеров видим, но мы истории не пишем, а вот о том, как в баснях говорят. Ягненок в жаркий день пришел к ручью напиться. Кричи, как смеешь ты! Наглец, нечистым рылом, здесь чистое мутить питье. Что вам надо? Шоколадом. Для кого? Для сына моего. А сколько ж вам прислать? Да пудов эдак 5 или 6. Больше ему не съесть.